Сегодняшний выпуск программы «Есть мнение» особенный, поскольку речь в нем пойдет о песнях войны. Военные песни по своему эмоционально-духовному наполнению превзошли все существующие. Благодаря этим композициям в сердцах миллионов живет память о священной войне, победе и героическом прошлом народа. Весной 2019 года в Кыргызстане уже в 6-й раз пройдет фестиваль военной песни «Белые журавли». Он вновь соберет на одной площадке талантливых вокалистов, которые порадуют жителей страны прекрасными песнями. Тимур Коджебеков, лауреат национальных и международных вокальных конкурсов, а также один из ярчайших участников фестиваля, поделился с нами своими впечатлениями о нем и рассказал, что значит и какую роль в жизни молодого поколения играют песни о войне. Тимур, вы являетесь одним из ярких молодых исполнителей Кыргызстана. Скажите, пожалуйста, как произошло ваше знакомство с фестивалем «Белые журавли»? В фестивале «Белые журавли» я участвую с 2015 года, с первого курса консерватории. Попал я туда, можно сказать, в некотором плане случайно. У нас в консерватории висело объявление о том, что проводится прослушивание для участия в этом фестивале. И я решил попробовать тогда поучаствовать и прошел отбор, участвовал в том фестивале, получил замечательные впечатления, самые положительные эмоции. В первую очередь потому, что для меня тематика вообще Великой Отечественной войны, она очень особенная в личном плане, наверное, как для каждого человека, потому что это такая тема, это такое событие, которое нет ни одной семьи, которой бы оно не коснулось, так или иначе. У кого-то были родственники, которые в тылу делали все для нашей общей победы. Большое количество родственников наших граждан участвовало в непосредственных боях на передовой, многие из них погибли. Поэтому это огромная боль, огромная горечь и одновременно невероятная гордость и торжество всего самого великого, доброго и хорошего, что может быть на свете, над этим общим злом, этой коричневой чумой. И особенно для меня это было так трогательно, потому что с детства мое знакомство с музыкой началось именно с военных песен, которые мне пел мой папа. Какие ощущения у вас от исполнения песен о войне? Ведь энергетика у военных песен просто космическая. Вот насчет того, исполнял ли я ранее, исполнением это, наверное, назвать нельзя, потому что это было до моей учебы в консерватории, но еще в школе, даже еще более ранние мои годы в садике, но это было так, на уровне самодеятельности, но это всегда было для меня какой-то очень такой особенной темой. Всегда я чувствовал, я никогда не исполнял их формально, может, я не всегда их исполнял профессионально хорошо, но всегда это вызывало в моей душе трепет и невероятное чувство. Я даже не могу подобрать слова, чтобы это описать. От невероятной радости до невероятной боли и скорби, в зависимости от того, какая песня еще о войне, так как есть и веселые, есть и более драматичные песни. Но знакомство с ними началось именно в самом моем юном возрасте. Это когда мой папа мне их исполнял, он сажал меня к себе на плечи. Мы, еще тогда я жил в Джалабаде, мы шли до парка, где проходил парад, выходили ветераны всегда в орденах. Это было очень захватывающее зрелище. И обязательно по дороге в парк и обратно домой отец всю дорогу пел песни, я как мог ему подпевал. Поэтому почти все военные песни я знал с детства наизусть. И мало таких композиций, которые, слыша, я не могу как бы подпеть, поучаствовать в их исполнении, поскольку каждая песня, она своя. А сколько в вашем репертуаре насчитывается подобных песен? Я не считал никогда специально, но несколько десятков, наверное, точно. Это то, что я исполняю непосредственно, а если те песни, которые я когда-то слышал, когда-то подпевал, когда-то слушал на концертах или в чем-либо исполнении, наверное, это больше сотни. Но не все я, конечно, исполнял сам. Как нынешнее поколение, ваши сверстники, относятся к истории Великой Отечественной войны?
Я наблюдаю такую не очень положительную тенденцию. К сожалению, эта дата, это событие, оно все дальше и дальше от нас. Все меньше реальных свидетелей той войны, все меньше людей, которые могут рассказать о ней. И общая тенденция почему-то и в СМИ, и в государственной политике, я не вижу какой-то такой активной позиции по отстаиванию вот этой исторической памяти. Больше это проводится какими-то частными лицами, какими-то отдельными организациями, активистами. Общей такой государственной позиции я такой не вижу. Происходит вымывание исторической памяти из сознания молодежи, и это, на мой взгляд, влечет к очень пагубным последствиям, поскольку если мы забудем об этой страшной трагедии, то возрастает вероятность ее повторения, а учитывая современные условия, Третья мировая война, после нее уже не останется, наверное, ничего. И тем более важно сохранять эту память в сознании молодежи. И, конечно, фестиваль «Белые журавли» — это такая важная организация, важное мероприятие, которое способствует именно вот этому напоминанию о том, что такое Великая Отечественная война, какая-то страшная трагедия, какая-то великая победа для всех наших народов, которые были в Советском Союзе. Поэтому я считаю, что это очень важный момент. Он плывет, плывет над всей землею, и гудит взволнованно эфир. Люди мира, будьте зорче строя, берегите мир, берегите мир, берегите, берегите, берегите мир. Вы сказали, что важно передавать память о Великой войне будущим поколениям. А каким образом, на ваш взгляд, это можно сделать? Это традиция давняя. В советское время самое простое — это были открытые уроки с участием тех же ветеранов, ветеранов тыла, фронта. Сейчас, к сожалению, ветеранов осталось очень мало, и большинство из них в таком состоянии, что им уже тяжело самостоятельно передвигаться. Поэтому те же песни, фильмы о войне, всевозможные митинги, реквиемы памяти, какие-то общественные движения, фестивали. Я считаю, что для этой цели не зазорно использовать любые средства, поскольку помнить об этом нужно всегда. И когда говорят, что, допустим, известная у нас акция, которая родилась в России, и у нас набрала огромную популярность, «Бессмертный полк», есть такие мнение, что это перебор, что это победобесие. Я с этим категорически не согласен, поскольку это не государственный проект, это все, насколько мне известна история этого проекта, это родилось из народа, народ это поддержал, сам это все организовал, государство от этого абстрагировалось насколько могло, только лишь помогло в каких-то организационных моментах. То же самое было и у нас, то есть это видя участников, которые, допустим, у нас в Бишкеке, понятно, что это абсолютно искреннее желание людей, и это, конечно, дает большую надежду на то, что память, она все еще присутствует, но, несомненно, хотелось бы более активного участия государства в том числе и активной части молодежи, поскольку все равно присутствует тенденция к забвению некоторому историческому у молодых людей. Тимур, пару слов об атмосфере «Белых журавлей». Атмосфера самая благоприятная, дружелюбная, творческая. Несмотря на то, что в фестивале принимают участие как профессиональные музыканты, так и любители, но все ребята очень талантливые. И самое главное, то, что объединяет всех участников и организаторов этого фестиваля, это желание подарить людям, конечно, и радость, и какие-то положительные эмоции, но в первую очередь, опять-таки, напомнить им о вот этой вот страшной трагедии. И вот когда есть одна объединяющая такая великая цель,
конечно, работать одно удовольствие. Со всеми, в принципе, ребятами мы так или иначе поддерживаем какие-то контакты, и это не переходит в формальное общение только на фестивале. После бывают и благодаря, опять-таки, организаторам, вернее, фестиваля какие-то выездные мероприятия, всевозможные пикники, неформальное общение, какие-то собственные встречи. Поэтому, конечно, эти контакты остаются, о них самое теплое воспоминание. Следующий вопрос, наверное, больше о времени. Бывали ли случаи, когда выступления в рамках фестиваля выпадали на один день с другими, скажем, коммерческими проектами? Ну, я считаю, что тот, кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину. Я в данном случае всегда за такие проекты, поскольку для меня это душещипательная тема. Помимо «Белых журавлей», я, если нахожу возможность, я участвую в каких-то благотворительных концертах для ветеранов ко Дню Победы, другие памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, снятие блокады Ленинграда, оборона Москвы и так далее, Курская битва, которая проходит у нас в городе. Если у меня выдается время свободное, я с удовольствием всегда пою для ветеранов. И не знаю, лучше, мне кажется, отменить какое-то свое мероприятие, но поучаствовать в таком благом деле, чем, хоть оно и безвозмездное, но это дает удовлетворение душевное в первую очередь. Ты чувствуешь, что ты делаешь что-то полезное для людей, пусть это и не награждается финансово, но это гораздо важнее. Он мечтал вновь увидеть мать и жену, опаленной груди прижать. На заре по степной росе вместе с сыном пройти по весне. Он мечтал, чтоб цвели все цветы родной земли, и пьянящий ветер